Мою дочь? Прикольно. Ну что, моя дочь? Ей 25 лет вот недавно исполнилось, да. Она замужем, она закончила психологический факультет одного из университетов, училась во Флориде. А вообще, каково было тебе ее расти? Задумывался ли ты в ее детстве о том, как вырасти, ну, ее такой сильной, независимой, счастливой, свободной? Ты знаешь, когда она родилась, я еще не был так настолько психологизирован. И поэтому очень много травм в детстве именно я ей нанес. Но видишь, опять же, сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, где я допускал ошибки, да, и я ей сейчас сказал, короче, что, ну, я готов оплачивать ее терапию у психологов до того момента, когда в ее терапии пропадет слово «папа». Большую часть времени как раз таки я с дочкой проводил, вот мы гуляли, куда-то ездили, куда-то... А это было вот такое осознанное решение проводить с ней время, или это было вынужденное, то, что там, не знаю, жена на учебе, на работе, бабушки там не рядом? Ты знаешь, хочется соврать, да, это мое было решение. Но на самом деле там где-то 50/50, потому что, да, часть времени супруга училась, занималась, часть я сам хотел с ней проводить время. Ну, там как мы проводили время, не знаю. Если мы ехали мыть машину на ТЭЦ, а там же, знаешь, вот этот канал, там очень много лягушек. И пока машина моется, мы занимаемся тем, что ловим лягушек, там их исследуем, обследуем, там, не знаю, растягиваем. Ну, вот такое времяпровождение. А вообще задумывался ли ты о том, что, ну, насколько важно воспитать дочь вот такой устойчивой, и чтобы она могла за себя постоять, была уверена, не допускала по отношению к себе какое-либо там насилие или нарушение ее границ каких-то там жестких? Ты знаешь, на тот момент как-то, ну, было все проще и особо не задумался. И понимаешь, это как-то, наверное, автоматом выливалось все, потому что, ну, то, что она сейчас умеет отстаивать границы, это как раз-таки наше с ней взаимодействие. То есть, там, не знаю, если она говорит: папа, я не буду надевать эти колготки, то там у них хоть кол на голове чеши, она не наденет их, потому что это другой цвет. И тогда мне приходилось, там, не знаю, отходить в сторону, дышать, подбирать другие колготки, говорить ей: доченька, посмотри, может, вот эти ты оденешь? Вот это все как раз-таки явилось тем таким хорошей почвой для того, чтобы она сейчас могла свои границы ставить. Ну, то есть это строилось маленькими кирпичиками с детства? Да. То есть не было такого, что все, доченька, ты теперь будешь, не знаю, отстаивать свои границы вот так. Нет, там, естественно, были, там, не знаю, когда в 17 или 18 лет она сказала: папа, я хочу жить одна. Ну ладно, одна. У меня сердце кровью обливалось, да. Мне очень жутко не хотелось отпускать одну, она же ребенок еще там. У родителей всегда все дети ребенки, да, дети. Вот. И она там съехала на нашу квартиру, на другую, пожила там 3 дня, потом через 3 дня вернулась, сказала: папочка, знаешь, мне зашибись здесь жить с вами. Вот. А вообще как ты боролся вот с тем, что у тебя сердце кровью обливалось? Ну, я знал, что она самостоятельная личность, что она имеет право на свой там выбор, на свой выбор, что она, ну... Ну, ты так говоришь, потому что ты психолог. И ты часто сталкиваешься в практике с тем, что люди имеют какие-то проблемы серьезные из-за того, что их границы там нарушались, их не воспринимали как отдельных личностей, родители, там, учителя, и вот это привело к тому, что у них там во взрослом возрасте какие-то проблемы. А вот что бы ты мог сказать родителям, которые не психологи, далеки от этого? Знаешь, и у моей дочери куча проблем, которых я ей там, и у всех родителей. Нет таких, знаешь, детей, чтобы дожили там до 18 лет и не имели никаких травм психологических. Не бывает, это нездоровые уже люди. Вот, в любом случае. Ну это понятно, но так, чтобы минимализировать эти травмы, я имею в виду. Ну, для меня, в первую очередь, наверное, уметь слушать и слышать другого человека, потому что, ну, Всевышний дал рот не для того, чтобы там кушать в него, да, а для того, чтобы еще и говорить им. И важно, чтобы я проговаривал свои там недовольства, чтобы я еще мог это слышать. Что для тебя было наиболее важным, когда ты ее вот растил?
что-то воспитать не особенно, я не знаю. Наиболее важно было, чтобы она была здоровой, потому что, ну, она такая слегка спортивная и в то же время такая, как сказать, не знаю. Ну, короче, для меня было важно, чтобы она была здорова, потому что, чтобы никто ее не обижал. И она, чтобы она росла более свободной, что ли. Потому что, ну, даже она любит часто повторять, что мы жили на 5-м этаже. Рассказывать любит, что мы жили на 5-м этаже, а там была у нее подружка. И они как-то кидали с балкона эти водяные шарики в прохожих. И эту подружку сильно поругали за то, что она кидала. Еще пришли родители жаловаться к нам. И, ну, типа, я говорю, да, конечно. А потом доченьки, ну, повернулся к ней и сказал, доченька, ты в следующий раз, главное, по прохожим не попадай, чтобы их не задеть никак. И все. И она такая, хорошо, папочка. Это про свободу же. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, с этого, Потому наверное, что- и начинается понемногу. Да, ну, и таких моментов, как ты знаешь, вот, ну, на памяти очень много, когда других вроде как за обыкновенное действие сильно ругали, а я как-то ей, ну, это разрешал. Разрешал экспериментировать, разрешал пробовать, разрешал как-то, ну, не знаю, быть, что ли. И то, что вот она сейчас, какая она сейчас, это все-таки все равно, ну, влияние вот этих наших с ней взаимоотношений. А Наших какой она свобод- выросла? Какая сейчас? Да. Ну, очень свободолюбивой и очень, ну, независимой, что ли. Я уважаю ее выбор. А вообще стоял ли перед тобой какой-то, не знаю, выбор? Или вообще задача какая-то стояла ли? Воспитать там ее, не знаю, хорошей женой? Вот это то, что у нас любят очень сильно повторять в обществе, что вот девушка должна там угодить мужу, его семье. Вот такое вообще было у тебя в мыслях даже? Ну, я сразу сказал, что, ну, когда она замуж выходила, и зятю сказал, и ей сказал, что, знаете, друзья, я вас обоих теперь уже люблю, да, и я буду поддерживать вас обоих. Если у вас отношения чего-то там не заладятся, и вы решите расстаться, я по-любому встану на стороне дочери. Если она так решит, то это значит ее выбор, это значит, она делает все правильно. И, ну, для меня как-то по-другому нет. По-другому для этого насилие уже было. Насилие над собой, насилие надо мной, не знаю, над дочкой, ну, над ситуацией. Для меня так. А как она на это отреагировала? Ну, очень трогательно. Как? Ну, ей было важно. всё-таки Да, поддерживать. ей было важно. Меня обняла, сказала, спасибо большое, я тебя люблю, папа. А для меня ее слова любви, они очень много значат и очень тепло для меня. Я сейчас говорю, у меня внутри тепло рождается. Хочется спрятаться. Вот. Это здорово. Мгм. Потому что у нас в обществе очень часто порицается развод с семьей девушки. И зачастую девушки не могут уйти даже из браков, в которых есть насилие, только потому что, ну, ее никто не поймет и не поддержит. Да, в этом очень-то и все страшно, это очень все грустно, потому что, ну, получается, что девушка не имеет права быть. Ну, зачастую еще родители, возможно, воспринимают вот такие слова, как ты своей дочери сказал, что типа поддержу любой твой выбор, как разрешение ребенку разводиться, и вот чуть что она сразу разведется. Но на самом же деле это не так, ну, твоя дочь не развелась же. Нет, Бем, тут другая история. Я не за развод топлю, я говорю, что я ее выбор любой приму. Вот. Мне важен ее выбор, мне важно ее мнение, мне важно ее решение. Влезать в их отношения, там, в отношении ее, там, не знаю, с кем-то, с чем-то, и это не моя прерогатива. Ну вот зачастую выбирают родители не поддерживать именно из-за того, что, ну, наверное, не доверяют своим детям и считают, что вот я разрешу ей делать, что она хочет в своем браке, Тут, и понимаешь, она уже- сразу да, пойдет тут- разводиться. Тут уже, понимаешь, дело не в детях, а тут дело в родителях. Тут уже нужно смотреть, что там с родителями. И на терапию как раз-таки приходят не дети, приходят родители. Потому что, ну, отпустить ребенка – это важная часть взросления любого человека. Даже если мне там 54 года, и я не умею там отпускать чего-то, это уже,
инфантильное поведение будет какое-то. Умение сепарироваться от своих Да, да, детей. да, да, да. Умение сепарироваться, спасибо большое, да. Умение сепарироваться от своих детей, это вот как раз тот немаловажный фактор, который и говорит о эмоциональном развитии любого человека. Ну, наверное, тогда важно и свою жизнь как-то не запускать, не знаю, чем-то интересным заниматься, чтобы не мешать своему ребенку взрослеть, делать свои ошибки. Ну да, когда дочка у меня уходила, я же говорю, мне очень было больно, мне очень было страшно. Как так? Мой ребеночек, моя кровинушка там уходит в чьи-то руки, там не знаю, бла-бла-бла, как же он может так? Но я понимал, что, мне помогала в этом месте еще и жена, она, типа, Виталюх, она уже взрослая у нас, ее не удержать. И если мы там будем запрещать, это будет еще хуже. Поэтому расслабься. Я последовал ее совету, расслабился и стал получать удовольствие. Ты тут абсолютно права, удовольствие можно получать же не только в общении с детьми. Я как взрослый, я как папа, я как, не знаю, как человек, как мужчина показываю, как можно себя вести в жизни. И ребенок же учится не только там, через слова, но ребенок же еще смотрит на других, как в мире живет его родители, живут, как они между собой взаимодействуют. Если там родители между собой любят друг друга, да, там, не знаю, говорят слова нежности, там, не знаю, строят общие планы, то и ребенок, будучи в взрослом состоянии, да, будучи там, имея свою семью, он тоже так же, сценарий-то перенимается. С твоих слов все выглядит, как будто бы все очень просто. А на самом деле это в жизни получается это сложно, раз многие люди как бы совершают одни и те же ошибки. Да нет, жизнь же вообще сложная, там, не знаю. Встать утром, пойти на работу, да, и сорганизоваться, это уже сложно. Я про воспитание ребенка. Ну да. Понимаешь, если опять же, если на этом не зацикливаться, как сказать я тебе сейчас? Отдаваться любви, оно будет проще, мне кажется. Мне кажется, это красиво очень сказала. Потому что, воспитателей по жизни-то много. Да, и многие проблемы именно возникают из-за того, что мы хотим, не знаю, очень хороших детей воспитать. Да. И опять же, видишь, если давать ребенку свободу, это не значит, что он вырастет плохим. Это значит, что свобода его мобилизует и, не знаю, делает его более многогранным, что ли. То есть, вот, допустим, да, там, дочке в 9 лет нужно было выступать на каком-то там конкурсе. И мы записались на курсы по танцам, там хореограф ставил ей танец. Хореограф очень был крутой, но она до сих пор крутая. И растяжка была жуткие, и дочь прям плакала, прям страдала, ей было очень больно, неприятно. Я уже такой: Доня, давай ты не пойдешь туда, зачем вот ты мучаешься, зачем такая: да, папа, мне больно, мне очень больно, не хочу, но я пойду для того, чтобы выступить на этом конкурсе и победить. Окей, хорошо, то есть у нее всегда был выбор. То есть я ее поддерживал и поддерживаю и сейчас. То есть и вот эта вот свобода, она и дала ей как раз таки движ. Я понятен? Да. Потому что... Очень даже. Вот. А если запрещать, наверное, это как бы... Я представляю, сколько энергии внутри будет оставаться у человека, а не вплескиваться. Там, не знаю, я тебе запрещаю пить кофе, а у тебя желание все равно же будет. И ты, пока я не вижу, все равно глотнешь, там, не знаю, пока я не вижу, все равно что-то сделаешь свое. Так мало того, что ты будешь страдать от того, что я тебе запрещаю, ты будешь страдать потом от того, что ты все-таки нарушила мои требования, потом я буду страдать, когда обнаружу, что ты все-таки нарушила мои требования, да, и тут такой порочный круг, бла-бла-бла, бла-бла-бла, и мы все будем страдать. Ну а зачем? Когда можно... У одного где-то автора читал, да, когда, даже далеко не будем ходить, запретный плод сладок, да, чем больше тебе запрещаю, тем тебе больше хочется. А как только я тебе разрешу, оно и сразу и перехочется.
А что насчет школы? Как-то ты требовал какие-то оценки, не знаю. Я ей говорил: доча, знаешь, я все равно тебя люблю, двоечницей ты будешь, отличницей ты будешь, я все равно люблю. Она была отличница, и там стоял вопрос о красном дипломе или обыкновенном дипломе. Для того, чтобы получать красный диплом, там какие-то надо были очень ходить в Министерство образования, Это какие-то в ВУЗе? бумаги. Не, в школе еще. Красный аттестат имеешь в виду? Да, красный аттестат, да. И я ей сказал: дочь, тебе это важно? Она такая: мне нет. Я говорю: мне тоже особо нет. И получается, дочка не стала заморачиваться красным аттестатом, получила синий аттестат. Но это никак не изменило ни ее жизнь, ни ее судьбу, ни отношение к ней, там, мое или подруг. Нет, а во время процесса обучения в школе какие-то оценки требовались с нее, не знаю, какая-то дисциплина? Или ты там тоже Знаешь, мне отдавался свободе? нет, в этом месте мне очень помогала бабушка. У меня мама учительница, и получается, она забирала дочку к себе, и они вместе делали уроки. Я был лишен этого, потому что с уроками у меня у самого в школе там не айс было. Поэтому я полностью доверился своей маме. Поэтому... Но у нее нет, как бы, в связи со школьным образованием каких-то, не знаю, травм, обид. Ну, вроде нет, вроде не говорила. То есть я к тому, что стоит ли оно того, требовать от ребенка какой-то безупречной учебы, безупречного поведения в школе, чтобы потом вырастить, не знаю, отличницу. Очень часто взрослые пытаются прожить свою жизнь в детях. То есть если я недополучил, там, не знаю, игрушек в детстве, я начинаю задаривать своего ребенка игрушками. Если там я недополучил любви, я начинаю там супер-пупер обволакивать его любовью и не давать ему сделать шаг без меня. Вот. С учебой, мне кажется, та же самая история. Да? Если там я страдал в школе, я чего-то начинаю переносить это на своего ребенка. Естественно, какие-то же эти должны быть там: доча, хочешь учиться, хочешь хорошо потом зарабатывать, хочешь быть, там, не знаю, бла-бла-бла, ты должна эту школу закончить. Да, это понятно, но я имею в виду здесь, наверное, больше про какое-то, знаешь, сильное требование. Вот там за четверки, когда ругают, за тройки наказывают, двойка — это вообще конец света. Вот такое. У меня было в детстве, когда там я во 2 классе учился, мне очень не хотелось в школу ходить. Мама сказала: хорошо, сыночек, не будешь в школу ходить, не хочешь? Не хожу. Все, забей. Все, будешь тогда самое. Я такой обрадовался, поверил, думаю, теперь я в школу не буду ходить, буду свободным, буду на улице. На следующий день в 6 часов утра на меня будет. Я говорю: мамочка, что ты у меня будешь? Мне в школу не надо. Да, конечно, не пойдешь в школу. Но кто не учит, тот работает же, сыночек. Я говорю: и что? Давай с папой на работу. Папа работал на стройке. И меня папа забрал на стройку копать траншеи. И мне сколько там было? 8 лет, 8 лет, да, мне дали лопату, сказали: копай. И я полдня поработал, потом сказал: папочка, я пойду в школу лучше, не хочу работать. Но это сработало же. Конечно, с тех пор я начал нормально учиться, самостоятельно учиться. И мысли о том, чтобы бросить школу, у меня закончились. Но с дочерью ты так не поступал. Мне было тогда очень тяжело, страшно, что мне всю жизнь придется копать траншеи, поэтому... Я не говорю, что копать траншеи это плохо, потому что каждый труд у нас в почете. Но это трудно. Да, но можно не копать. Друзья, в завершении хочется сказать: доверяйте детям, пробуйте их слушать, пробуйте им все-таки давать свободу и обращать на них внимание, не только когда они шалят и что-то делают не так, как вы хотите, но и тогда, когда они приходят с вам с любовью, когда они просят, когда они запрашивают любовь. Вот. И попробуйте еще давать им это все, и будет вам счастье.